Взошел на метлом, прикоснулся к храму Тхабаерды, попытался разгадать тайну вовнушек и познакомился с культурно-историческими достопримечательностями региона. Филипп Нессер из Люксембурга, опытный путешественник и начинающий видеоблогер, смог лично познакомиться с Ингушетией. Горы, башни, уникальная флора и фауна произвели неизгладимое впечатление на туриста. Особенно Филипп отмечает менталитет местных жителей, их гостеприимство и дружелюбие. Меня переполняют эмоции, потому что я открыл для себя много красивых вещей в горной части Ингушетии, а многое познал о культуре ингушей через еду и людей, которые были очень гостеприимны ко мне. Неважно, куда бы я ни пошел, будь то ресторан или базар, люди отказывались брать с меня деньги. Они говорили, что я гость, и я их брат, так как я тоже мусульманин. Филиппу Нессеру 28 лет, с 17 он успел побывать в 70 странах мира. Начиная с Европы, он объездил Латинскую Америку, Азию, Африку, Австралию и страны Персидского залива. В Россию он впервые приехал еще в 2018 году, посетил Москву. Говорит, предпочитает посещать новые страны, чтобы расширить свой опыт, но Россия оказалась для него настолько удивительной, что он решил вернуться снова. Я просто решил посетить Северный Кавказ прежде всего из-за прекрасного ландшафта. Мне была интересна история, культура, встреча с местным населением. Плюс мне всегда было интересно узнать о жизни мусульман на Северном Кавказе, так как я сам недавно принял ислам. Он планирует вернуться в Россию и в третий раз, и обязательно снова посетить Ингушетию, на этот раз с супругой, чтобы открыть ей красоту удивительного края. Пейзажи в горной части региона не оставляют равнодушными ни одного туриста. Джератский район даже называют маленькой Швейцарией. Нам было интересно услышать мнение Филиппа. Если сравнивать, то есть небольшая разница. Очевидно, оба горные массивы прекрасны, однако я заметил, что горы Ингушетии более скалистые. Это то, что делает край уникальным. Я не видел подобного ландшафта раньше. Даже если сравнивать горы из других регионов, которые мне удалось посетить, важно отметить людей, которые живут в горах, каждый из которых отличается характером. Ваши люди с очень богатой душой, которого нет в Швейцарии и в других регионах. Это мое личное мнение. Филипп провел в Ингушетии 3 насыщенных дня. Здесь помимо ландшафта и пейзажа он познакомился с культурой Ингушетии, традициями и местной кухней. Как делится Филипп, это путешествие затронуло его сердце. Отправляясь сюда, он ожидал увидеть совсем другую картину. Если вы посмотрите на новости, СМИ или прочитаете на сайтах Министерств иностранных дел, они посоветуют иностранцам не приезжать на Северный Кавказ России в целях безопасности. Однако я всегда придерживался мнения, что если люди говорят вам одно, то не стоит им верить, пока ты сам в этом не убедишься. Приехав сюда, правда оказалась совершенно другой. И у меня сложилось совсем противоречивое всем этим публикациям мнение, говорящее, что здесь наоборот очень даже безопасно и очень красиво. Филипп недавно запустил собственный канал в соцсетях, где делится своим впечатлением и мнением о посещаемых странах. Пока аудитория канала небольшая, но у Филиппа большие планы на будущее. Не затягивая, он планирует выпустить видео о своем путешествии в Ингушетии, чтобы поделиться красотами региона со зрителями. Одна из целей, которую я преследую, проделывая свое путешествие по Ингушетии, снимая свой блог здесь, это убедить людей, что это красивое место. Приходящий сюда в гости человек будет всегда жданным, а люди здесь очень добрые и отзывчивые. Его канал так и называется «Филипп Нессер». Блог пока еще не вышел, но по прибытию домой автор планирует сразу же приступить к монтажу. Следующим Филипп посетит соседние регионы, а затем его ждет родной Люксембург. Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.